такое загар? По сути, это защитная реакция организма на воздействие ультрафиолета. Давно известно вредное воздействие солнечных лучей на кожу человека. И дело не только в коварном ультрафиолете, из-за которого можно получить онкологические болезни. Солнечные лучи сильно сушат и старят кожу. Защитные крема убивают сразу двух зайцев и увлажняют кожу и не пропускают ультрафиолет. Ошибочно также считать, что крем от солнца – атрибут исключительно пляжного отдыха. Пропалывая грядки на огороде, гуляя в парке или просто передвигаясь по городским улицам, нужно пользоваться кремом от солнца, а по возвращении домой – увлажнителем. Крем от солнца наносите тщательно, не забывайте нос, уши, губы, плечи и ступни ног. Именно эти части тела чаще и больше всего находятся на солнце. Недостаточно намазаться кремом один раз на весь день. Процедуру следует повторять каждые 2 часа, а если вы любитель поплавать, то еще и дополнительно после каждого выхода из воды. Сидение в тенечке не отменяет загара, солнечные лучи прекрасно воздействуют на кожу и под зонтиком. То же касается и облачной погоды, поэтому мажьтесь и еще раз мажьтесь. Если вы вырвались на пару дней на пляж или добежали до шезлонга на даче, помните, что солнцу все равно, сколько дней длится ваш отпуск, оно жжется как обычно. Поэтому пожалейте кожу и не превращайтесь в помидорину, пытаясь хватануть солнечных лучей с запасом. Первый день проводите на пляже не более получаса, во второй не более 45 минут, а во все последующие максимум 2 часа подряд. Помните о часах злого солнца. Наихудшее для здоровья время нахождения с 12 до 15 часов. Уйдите в помещение на этот период. Чем медленнее и спокойнее нарастал загар, тем дольше он продержится, и тем красивее будет его оттенок. Вода зеркалит. Это значит, что вероятность обгореть на солнце будет намного сильнее, если вы находитесь в воде. Мокрая кожа вне воды – тоже риск. Капли в данном случае действуют как увеличительное стекло и усиливают мощь солнечных лучей. Не пользуйтесь парфюмом, если собираетесь на пляж. Духи и туалетная вода содержат в своем составе вещества, которые в процессе загара могут вызвать появление на коже пигментных пятен. Выбирайте правильные материалы. Если вы в качестве защиты от солнца надеетесь на шляпу и одежду, помните, что рыхлые и ячеистые, а также мокрые ткани – плохая защита от солнечных лучей. Помните, что загоревшая кожа стареет с большей скоростью, чем не загоревшая. Поэтому увлажняющие крема после принятия солнечных ванн – обязательная часть программы. Обратите внимание, что наносить их нужно не только на те участки кожи, что находились под ударом прямых солнечных лучей. Кожа под купальником или одеждой точно так же страдает от потери влаги. На этом пока все. А какие правила загара знаете вы? Напишите нам в комментариях, а также не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо за просмотр!